ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 30 октября на доме номер 2 по улице Оплеснина появилась мемориальная доска в память об Алексее Терентьеве. В этом доме заслуженный гражданин Ухты жил с середины 60-х до 93-го года, до конца своей жизни. Все это время он занимался общественной работой. Основным направлением его деятельности была защита окружающей среды. В нашем уставе городского писакомика одним из основных направлений было записано это бережное отношение к ранимой нашей северной природе при его эксплуатации, особенно при эксплуатации. Поэтому вот это экологическое направление в нашем движении взял на себя эту нагрузку Алексей Осипович Терентьев. Именно Алексей Иосифович Терентьев был председателем комитета по спасению Печоры. Именно он одним из первых поднял вопрос об экологической стороне нефтедобычи, радея за сохранность природы не только Ухты, но и всего севера Республики Коми. Что дело, которым он занимался, с каждым годом становится все более актуальным и актуальным. Я имею в виду экологию, которая лучше не становится. И получается, что дело, которым он занимался, оно сейчас уже архиважное. Нефтяные разливы есть. И радиация осталась, ничего не сделано практически. Появились новые задачи, тот же хлор на Яриге. Поэтому общественникам, которые борются за чистоту природы, найдется очень много работы. Помимо этого, Алексей Терентьев был фронтовиком. Рано остался без отца, которого репрессировали за отказ вступать в колхоз. В конце 80-х в память о всех политзаключенных Алексей Иосифович организовал Ухто-Печорское общество «Мемориал», которое занималось вопросами исторической справедливости и судьбами пострадавших от политических репрессий. Еще одной актуальной темой для Ухты. Таких людей у нас в Ухте достаточно много, потому что у нас весь город собственно, построен людьми, которые так или иначе были репрессированы, или родственники, дети, внуки и так далее репрессированы. И приятно, что вот эта страничка сегодня, она все-таки это страничка истории. По мнению Аристарха Анисимова, Алексей Терентьев был и остается образцом гражданина. И теперь его имя увековечено на фасаде дома, где он жил. Возможно, его именем будет названа и одна из городских улиц. Именно с таким обращением выступило ухтинское отделение организации «Коми Войтер», в которую также входил Алексей Иосифович.